вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв». С вами Ирина Ефимова и Иван Луцкан. Сегодня мы обсудим массовую вакцинацию от коронавируса, которая началась по всей стране на этой неделе. Расскажем, почему пока только в 13 районах Якутии идет прививочная кампания, можно ли выбрать вакцину, и узнаем о побочных эффектах препарата. Добрый вечер. По данным на полдень уже 3483 человека в республике привились от COVID-19. Из них свыше 800 получили обе дозы вакцины. Напомню, что препарат вводят дважды с промежутком в 21 день. Наверное, вопрос тебе. Ты-то сама как решила для себя, будешь, не будешь вакцинироваться? Да, конечно, буквально завтра причем. То есть мы как раз коллективом записались, Якутия-24, где-то, по-моему, человек порядка 80 в списке желающих. Вот, и вот завтра пойду, с утра прям. Это хорошо, я-то уже. Уже привился? Конечно. Когда успел? Я 17 декабря прошлого года первую получил вакцину, и ревакцинация через 21 день, 7 января, аккурат в Рождество. Ну, то есть ты как врач, который работает с коронавирусом, в числе первых получил, получается? Ну да, надо понимать, что я переболел уже более 6 месяцев назад. Ну и с учетом того, что я забочусь не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих и своих близких, семьи, я принял для себя решение. Ну и подать пример надо коллегам, что надо, это безопасно. И, как видишь, я здесь стою, провакцинированный, в припадках не бьюсь, чипа нет, так все нормально. Ну, я тоже переболела, но вот не знаю, нужно ли сдавать, кстати, на антитела перед вакцинацией, или вдруг они у меня есть? Министр здравоохранения республики четко в рамках своего брифинга сказал, сдавать на антитела не надо. Тут добавить нечего. Давай посмотрим, как горожане реагируют, да, на вакцину и планируют ли они прививаться. Конечно, нужно. Почему? Ну, чтобы потом больше людей не заражать. Но хотелось бы уже от карантина избавиться от этого. Да, конечно. Почему бы и нет? Для здоровья полезно. Вы знаете, я же воспитана в советское время. Вот мы когда рождались, нам сразу делали прививки. Поэтому я и за вакцинацию, и за все прививки. Ну, я думаю, что по желанию, потому что, не знаю, люди разные бывают. Ну, вакцинацию же мало стран вообще закупает, насколько мне известно. Ну, типа, есть такие страны, где и без вакцинации можно прожить. Я думаю, просто надо условия такие задать, чтобы, ну, коронавирусные, там, без всяких, ну, с масками ходить, типа, там, антисептики, все такое. 65-летним мне дают. Гости студии уже с нами на связи, и они видели, что отвечают жители на вопрос, нужна ли вакцинация от коронавируса. И давайте узнаем точку зрения участников нашей программы. Этим вечером с нами в прямом эфире руководитель управления Роспотребнадзора по Якутии Изабелла Самойлова, Заведующая кабинетом иммунопрофилактики Центра СПИДа Мариана Валерьевна Александрова и журналист, главный редактор издания «Тайга-Пост» Айталина Владимировна Никифорова. Добрый вечер. Задать вопрос гостям нашей студии можно в прямом эфире по телефону 8 41 12 42 14 39 или по номеру горячей линии в WhatsApp 8 914 273 44 88. Вопросы уже поступают. Ну давай, право тебе первый вопрос. Ну, первый вопрос Изабелле Юрьевне. Изабелла Юрьевна, вот вы сейчас посмотрели опрос, да, и слышали обычных людей, понимаете их опасения. Скажите, что дает вакцинация, зачем надо обязательно прививаться? Здравствуйте. Ну, вакцинация в любом случае будет полезна. Я хотела бы объяснить, что она полезна не просто отдельно одному взятому человеку, который защитит себя от коронавирусной инфекции. Во-первых, значит, он не заболеет сам. Во-вторых, если он будет привит, то он не послужит источником заражения для своей семьи. То есть в семье уже у него болеть не будет. Значит, если у него в семье привьется все его члены семьи, то они не послужат источниками заражения там, для своего класса или для своих коллег. Я это веду к чему? К тому, что необходимо создавать коллективный иммунитет. Значит, не только один человек привит, а желательно, чтобы было привито 60-70 хотя бы процентов населения. Это означает, что люди не будут болеть сами и не смогут заразить других. И те люди, которые имеют противопоказания,
в силу возраста или каких-то болезней, допустим, их останется 30-20%, они тоже не заболеют, потому что вокруг них не будет больных. Таким образом, мы будем защищать не только себя, но и своим коллективным иммунитетом, своей сознательностью. Мы защитим тех, кто не может получить в силу объективных причин эту прививку. Ну и, конечно, люди говорили о том, что они устали от масочного режима, страдает бизнес, ограничительные мероприятия, у нас закрыты границы с некоторыми странами, с большинством стран. Конечно, если все будут вокруг привиты, все будет безопасно, то эти ограничения будут сняты. Поэтому польза вакцинации для нас абсолютно очевидна. Спасибо. Марьяна Валерьевна, ну, наверное, теперь вам вопрос. Вчера буквально министр здравоохранения Якутии Елена Борисовна сказала, что жители республики будут прививать вакцины «Спутник Ви», хотя и «Эпивак Корона» тоже поступила в Якутию, правда, в меньшем количестве. Какая разница между ними и почему массово используется в данном случае только один препарат? Какое ваше мнение? Добрый вечер. В настоящее время к нам поступает вакцина Гамма-Вик-Пак, иначе «Спутник Ви». Так как это первая вакцина, прошедшая регистрацию в прошлом году, со временем доступность станет и «Эпивак Корона». Но вот когда, пока сказать сложно, вакцина «Эпивак Корона» поступила в малом количестве на стадии клинических исследований для работников Роспотребнадзора и медицинских работников. Обе вакцины одинаково защищают от новой коронавирусной инфекции. На данный момент вопрос о сравнении двух вакцин некорректен. Антигеном в обеих случаях служит белок, выделенный из шипа коронавируса. Что важно, это не живой компонент. Основное различие препаратов заключается в носителе, на который посажен этот белок. Если в случае «Эпивак Корона» это носителем антигена стал другой белок, то «Спутники Ви» это рекомбинантные аденовирусы. Но срочная необходимость в их применении обусловлена пандемией, так что вакцины примерно в одной степени изучены, имеют примерно одинаковую доказательную базу, более того, практически идентичные инструкции в применении. Единственное отличие – это «Эпивак Корона» пока не разрешена для людей в возрасте до 60 лет и старше 60 лет. Спасибо большое. Айта, теперь вопрос к тебе. Я знаю, что вот ты и твой муж Сергей, вы сделали прививку от коронавируса, рассказали у себя в соцсетях. Собственно, я прочитала твой пост, поэтому и позвала тебя на эфир. Расскажи, пожалуйста, как вы вообще решились на вакцинацию? Почему, вот по каким причинам? Ну, это было просто проявление здорового эгоизма, потому что не хочется играть в лотерею ни со своим здоровьем, ни тем более со своей жизнью. Это было не из-за того, что мы такие законопослушные или там поддались какой-то пропаганде. Мы трезво оценивали свои силы. Ну, вот в соцсетях меня спрашивали тоже, вот, на самом деле, какие причины побудили сделать прививку, и я объяснила, что если бы у меня были живы родители, то для меня это была бы единственная и главная причина. Я 3 месяца, например, не видела внучку. Если в семье у кого-то чих, что-то, какое-то недомогание, мы закрываем двери. Конечно, я хочу, вообще не хочу пропустить ее такой вот интересный возраст, и хочу видеть ее и не стать причиной заражения своих родных. Ну, во-первых, наверное, каждый из нас сталкивался с таким подозрительным взглядом при встрече с друзьями или же по работе, да, а здорово ли, не являешься ли источником заражения. Поэтому я подумала, что это вот самый такой эффективный способ, чтобы стать безопасной для своих окружающих. Да? Ну и также школа, тоже немаловажный момент. У меня 4 детей, 2 из них школьники. И говорить о том, что дистанционное обучение – это не то качество, уже набило оскомину всем, каждый родитель это понимает. Ну и я вижу, как мои дети, например, страдают из-за того, что им не хватает общения. И поэтому такой вот эмоциональный опыт общения детей в школе, думаю, тоже очень важен, не меньше, чем получение знаний. Ну и я вообще просто сама по себе не люблю стены ни больницы, ни поликлиники, и трезво оцениваю свои силы, тем более в свое время у меня была астма, и я понимаю, что это такое задыхаться, и до сих пор не могу смотреть на эти сцены в кино.
когда людей пытают, там снимают, надевают пакет. И поэтому я хотела быть готовой хотя бы к той же 3 мартовской волне. Да? И вот как раз мы получили 14 января, следующая вакцинация у нас будет 3 февраля. Ну и получается через 42 дня, как раз в марте, я буду абсолютно свободна в этом плане, получу какую-то степень защиты и своей личной свободы. Ну и, конечно, мы не болели вдвоем коронавирусом, но слышали, конечно же, о последствиях. У нас много друзей, знакомых переболело. Кто-то потерял своих родителей, это очень больно, и поэтому не хотелось это испытать и получить какие-то последствия, потому что очень многие до сих пор восстанавливаются, и восстановление это происходит очень тяжело. Тем более то, что, тут не буду умничать, я не медик, да, но тем не менее это уже замечено, то, что коронавирус, он очень отрицательно влияет на мозг. Многие жалуются на боли в голове, на забывчивость, какую-то рассеянность. Ну, а мой мозг – это мой хлеб, и поэтому, в общем-то, мне хотелось бы уберечь его от каких-либо таких неприятных последствий. Вот. Ну и вообще в целом я думаю, что мы дети советского периода, и у нас есть доверие к отечественной эпидемиологии. Ну, к примеру, даже у меня вот есть такая женская или профессиональная уловка. Я могу определить примерный возраст своего интервьюера или при встрече, есть ли у него на плече прививка от оспы. Я уже сразу примерно понимаю, да, что от какого возраста человек. Ну и поэтому действительно много болезней наша медицина смогла победить, и поэтому я думаю, от чего же Спасибо за такой подробный ответ. У нас есть звонок. Телефон, да. Звонок в студии. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер, меня зовут Анна. Вот сейчас говорят про вакцинацию. Я хотела бы узнать, сколько побочных эффектов от этой прививки и какие? Слышали, да, вопрос? Сколько побочных эффектов от прививки и какие они? Изабелла Юрьевна или Марьяна Валерьевна, кто из вас? Я отвечу, да? Но нежелательные явления бывают преимущественно легкой или средней выраженности. Первые, вторые сутки могут быть кратковременное общее недомогание, непродолжительный гриппоподобный синдром со знобом, повышением температуры, артралгией, головной болью и общим недомоганием, а также местные проявления. Это болезненность миостении, гиперемия, отечность. Но не стоит при таких случаях сильно беспокоиться. Это нормальная реакция организма при выработке антител. В большинстве случаев проходит бессимптомно, без никакой реакции. Вот еще на WhatsApp пришел вопрос, сразу задам его. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, можно ли вакцинироваться людям старше 65 лет с диагнозом бронхиальная астма? Или можно ли брать временный медотвод от прививки? Люди с бронхиальной астмой, это хроническими заболеваниями легких, да, они входят в первую приоритетность по вакцинации. Это по приказу, эта вакцинация вошла в приказ календарь прививок по эпидпоказаниям, поэтому таким людям особо показана вакцинация, поэтому надо получить вакцинацию. Нужно добавить, что это только в стадии ремиссии, да? Не в обострении, но в ремиссии нужно. Да, конечно. Да, и старше 65 лет, говорят человек. Значит, пока на сегодняшний день разрешена к применению для лиц пожилого возраста вакцина «Спутник». Спасибо. Я напомню, что задать свой вопрос гостям в студии, как это сделал предыдущий телезритель, можно в прямом эфире по телефону 8 41 12 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp. Вот он у нас здесь подключен, 8 914 273 44 88. А планируется, что в Якутии, знаешь ли, по примеру Москвы, тоже будут открыты пункты вакцинации в общественных местах. Давай послушаем, что об этом говорит глава республики Айсен Николаев.
Всего у нас будет проходить вакцинация в 43 пунктах, которые сегодня уже развернуты. В 18 из них уже реально вакцинация населения началась. На сегодняшний день вот первую дозу вакцины уже получило у нас свыше 3000 жителей республики, вторую уже свыше 800. Сегодня мы обсуждаем уже вопросы, чтобы, по примеру города Москвы, у нас в ближайшее время были приняты решения и развернуты пункты вакцинации в общественных местах, например, в крупных торговых центрах. Ну, конечно, естественно, с соблюдением всех мер предосторожности, в первую очередь касающихся условий хранения вакцины. Вот как мы только что узнали от Айсена Сергеевича, на территории республики работают 43 участка, где проводится вакцинация против ковида. Но она идет пока в 13 районах Якутии. Ну, вот, Изабелла, наверное, вам вопрос, почему не во всех, и где можно посмотреть список пунктов вакцинации в республике, и вот какие 13 районов туда попали? Так, я хочу сказать, что начало массовой вакцинации означает, что статистические данные устаревают просто вот с быстротой молнии. Вот если глава республики говорил о том, что развернуто 43 вакцинальных пункта, то к вечеру сегодня статистика говорит о том, что уже развернуто 93 вакцинальных пункта. То есть в каждой поликлинике можно открыть несколько прививочных кабинетов. И мы стремимся к тому, чтобы записывалось как можно больше людей, чтобы охват этот был все шире, и чтобы активнее все это было. Поэтому это не предел, значит, развертывания этих прививочных пунктов. Насчет выездных, развернутых в общественных местах, все будет зависеть от того, какие места предложат для вакцинации. Самое главное, чтобы это соответствовало безопасности, чтобы это было безопасно сделано. То есть должны быть, значит, рециркуляторы, должны быть подводка горячей холодной воды, должны быть обеспечены там дезинфекция, должны быть кабинеты для осмотра обязательно, чтобы у людей была возможность, значит, провести анкетирование. То есть какие места предложат, на те места пойдем с осмотром и давать разрешение на открытие таких прививочных пунктов. Спасибо, то есть, получается, буквально за один день, да, то есть вчера Айсен Сергеевич давал этот комментарий, буквально за один день больше 50 пунктов добавилось. Ну вот, а еще говорят, что система здравоохранения плохо работает. Да, она очень оперативно работает. Вакцина очень сейчас Хорошо. активно. Спасибо большое. Я могу Вопрос к Айталене. Вот что ты вообще знала о вакцине, когда шла прививаться? И получили ли вы уже вторую дозу препарата? Вторую дозу мы получим 3 февраля. Вот. Но для меня, наверное, психологически и для многих было как бы лучше воспринимать то, что ты не будешь являться носителем, ну вот в смысле вакцины, нас пугали, да, что получив вакцину, ты станешь носителем коронавируса. Вот. А на самом-то деле, ну, для меня вот было легче воспринять то, что он только носит генетическую информацию, а не основан, ну, в смысле, вот, коронавирус не является главной основой этой вакцины. Ну, вот так. Ну, и у нас совершенно не было никаких последствий. Даже как-то я думаю, что мне было бы как-то легче думать, то, что идет какая-то реакция в организме, но совершенно не было ни температуры, ни покраснения, ни аллергических реакций. Вот. Спасибо. Вот, кстати, в продолжении темы вообще в целом вот о реакции, о побочных эффектах. Ну, уже не секрет, многие обсуждают, что в Европе многие, так, не дай бог, многие, да, но случаи есть, что жители скончались после вакцинации пфайзеровской вакциной. Вот были ли такие случаи у нас в республике, потому что слухами соцсети полны, что якобы у нас тут уже люди от спутника умирали. И вообще в целом вот риск того, что произойдет это событие, насколько он велик? Изабелла Юрьевна или Марьяна Валерьевна? Изабелла Юрьевна. Так, ну, на сегодняшний день у нас известно, что первую дозу получила там 4000 там, с лишним человек. И вот таких вот случаев летальных у нас, конечно, нету. Есть случаи побочных нежелательных явлений, о которых говорила Марьяна Валерьевна. Но все люди предупреждены, все люди, в общем-то, знают о том, что их может ждать. И они к этому готовы. Нужно просто переждать этот момент 1-2 дня, и все будет в порядке. Летальных случаев нету ни в стране от вакцинации, ни у нас в республике. Вот, отличная новость.
Ну, давайте перейдем еще к одному опросу. Мы спросили у жителей республики, какие вакцины в целом от коронавируса они знают. Вы слышали, какие у нас виды вакцин есть? Нет. Меня это не интересует. Вот спутник, да? Кроме этой вакцинации какой-то, не знаю. Ну, такое слышала, но не знаю. Извините, не интересовался. Я знаю, что 2 вакцины, 3-я будет где-то через месяц обещают. Название я, конечно, не знаю, но знаю, что 2 вакцины. Нет. Вы не в курсе, да? Спутник 5, потом еще там какая-то была. По-моему, еще 4 или нет. Нет. Первый раз слышите? Да. Ой, не зачитывалась. Ну вот население, да, сказало о том, какие вакцины знает, а вот как привиться, вот в чем вопрос же, да? Ну, как привиться? Пойти в поликлинику по месту жительства, я так понимаю. Но есть еще вакцинальные бригады. Может, я думаю, Изабелла Юрьевна нам Да. расскажет, как вот поступить. Вот что за человеку, вакцинальные который бригады? Хочет привиться, куда ему обращаться? Да. Действительно, в медицинских учреждениях создаются прививочные бригады. Они обслуживают население, ставят прививки с выездом. Но выезд осуществляется преимущественно в организованные коллективы, на предприятии. И критерием здесь служит то, что на этом предприятии должны обеспечить условия для иммунизации, безопасные условия для иммунизации. То есть развернуть прививочный кабинет, опять-таки обеспечить списком медицинских работников. Обязательно должен быть составлен график. Я вот хочу объяснить, что вот эта вакцина «Спутник Ви», она в мультидозной упаковке. То есть одновременно из одного флакона можно привить 5 человек. А срок хранения этой вакцины в размороженном состоянии составляет полчаса. Вы понимаете, какая высокая организация прививочной работы должна быть? То есть подготовлены 5 человек, собрана с них анкета, они должны быть опрошены, осмотрены, должен быть допуск врача к иммунизации, чтобы 5 человек с одного флакона привились. И обязательно должна быть установлена морозильная камера там. Ну, то есть все условия, потому что эта вакцина хранится при температуре минус 20, минус 18 градусов. Вот такие условия должны быть созданы. И это основной критерий для работы вот этой выездной бригады. Ну вот то, что бригады создаются, вот на сегодняшний день Минздрав говорит, что 138 прививочных бригад, которые могут выехать. Это не предел. Когда проводится прививочная кампания против гриппа, создается, с учетом детского населения, там свыше 600 бригад выездных. Так что вот такая ситуация. То есть Спасибо. люди, которые работают, они могут по месту работы, а те, кто не работают, они тогда, получается, просто в поликлинику по месту жительства. Или да. те, кто там на себя работает, как Алина с мужем. Вот тут Да, вопрос еще пришел. хочу заметить, что они увеличили время работы в поликлиниках. Они готовы увеличить. То есть работают с 8 до 8, могут работать в выходные, праздничные дни, без субботы, воскресенья. Спасибо. И вот тут на WhatsApp поступил вопрос, анонимно просят задать из Северного района. Говорят, что их заставляют прививаться, то есть добровольно-принудительно, и угрожают не пустить на работу, если они не привьются. Вот насколько это вообще правомочно? Это неправомочно, потому что любая вакцинация и от ковида, и не от ковида проводится только добровольно, только при оформлении информированного согласия, либо информированного несогласия. Поэтому это не является препятствием для работы. Законом иммунопрофилактики по ЭПИД-показаниям определенная группа. Вот как быть с ней? Те, кто по ЭПИД-показаниям, и вот в метод рекомендациях тоже рекомендовано, что в случае будут отстраняться от работы. Слушайте, могут говорить все, что угодно. По закону отстранить не могут. По закону отстранить не могут. Это все делается добровольно. Спасибо. Так, какие есть еще вопросы? А можно ли заразиться COVID-19, пока не поставил 2-ю дозу вакцины, и когда вырабатывается иммунитет? Марьяна Валерьевна. Но при злостном несоблюдении профилактических мероприятий возможно заразиться новой коронавирусной инфекцией. Устойчивый иммунитет вырабатывается в течение 3 недель после постановки 2-й вакцинации. Но это стоит учитывать, например, если человек собирается за границу, на отдых,
так как аэропорт, самолеты, отели – это лишние контакты с возможными переносчиками вируса. Спасибо. Вот писали, что вроде по полису МС можно сдать кровь на ИФА. Вот где это можно сделать? Вот я знаю, в центре СПИД, по-моему, можно сдать, да? Перед постановкой вакцинации не требуется. В целом. Вот если я хочу узнать свой уровень антител. Вернее, проба ИФА не является обязательной для вакцинации. Да, то есть это не обязательно. А в целом, вот если я хочу... Если человек хочет узнать, то он просто может обратиться в свою поликлинику. Но, насколько мне известно, сейчас это делается на платной основе. Угу. Хорошо. А вот если есть у человека аллергия, которой он даже не догадывается и не знает, как быть в этой ситуации? Марьяна Валерьевна. Ну, если у человека тяжелые аллергические реакции были в анамнезе, то стоит настороженно относиться к вакцинации. Ну, это перед каждым, перед осматриванием терапевта. Как долго держится иммунитет от вакцины? Через сколько лет или через сколько месяцев нужно будет прививаться повторно? Иммунитет держится в течение 2 лет. Вот минимум 2 года. 2 года. То есть после коронавируса полгода от нескольких месяцев, а после вакцины 2 года. Ну, вообще, вот тут от себя добавлю, что когда я читал инструкцию и те исследования, которые были, там было сказано, что формируется более сильный иммунитет, но вот срок, на который он формируется, ну вот одни исследователи говорят, что минимум 2 года, кто-то говорит 2 года, кто-то говорит, может, еще больше. То есть, ну вот пока такие данные поступают. Вопросы на WhatsApp поступают. В Ленском районе вакцинации пока нет. Могу ли я приехать в ближайший район и поставить там прививку? Изабелла Юрьевна, наверное. Ну, я думаю, что делать этого в Ленском районе пока не стоит, потому что сегодня сообщили, что в Ленский район вакцина прибыла. Поэтому пусть остаются в Ленском районе и привьются там на месте. Изабелла Юрьевна, а сколько, много ли предприятий, вот, где работают свыше 1000 человек, подали заявки на вакцинацию? Ну вот я знаю, что наш телеканал подал, а вообще много ли таких? Вот таких предприятий, где количество работающих свыше 1000 человек, их вообще немного. Ну, например, вот тот же Якутскэнерго. У него есть и филиалы в районах. Да, они подали такую заявку. На сегодняшний день, насколько мне известно, около 300 человек пока составлено их список. Но крупные предприятия, где-то более 1000 рабочих, это промышленные предприятия, это вахтовые предприятия. Но вот с ними работа будет проводиться отдельно. Они находятся не в населенных пунктах, далеко, поэтому с ними пока еще работа только предстоит. Спасибо. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло, меня слушают? Да, вас, Татьяна, по-моему. Нам с мужем по 65 лет. У мужа онкология 2 стадии. У меня гонартроз коленных суставов 3-4 стадии. Как нам, прививаться или нет? Слышали вопрос, да, коллеги? Нужно получить консультацию врача, особенно лечащего врача. И в инструкции к вакцине производитель пишет, что нужно с настороженностью и очень аккуратно относиться вот к таким болезням, как вот онкология. То есть это только по рекомендации врача. А сами-то привились, вот наши гости? И когда я привилась, я даже уже получила результаты ИФА. Значит, у меня иммунитет уже образовался. С вами можно теперь встречаться, обниматься, да? Ну, это делать вот нежелательно абсолютно. Потому что зачем людей вводить в такое состояние и каждому объяснять, что я уже привитая. И вот хочу предупредить. Значит, если вы поставили сегодня прививку, это не значит, что вы должны уже побежать там в гости, обниматься, целоваться, здороваться и ходить без маски. Иммунитет вырабатывается 42 дня. Поэтому надо поосторожнее это все делать. Отлично. А Марьяна Валерьевна, вы привились? Я получила вакцинацию в сентябре прошлого года.
Вот уже, уже 42 дня. Там уже 42 дня, да, вдвойне прошло. А вот как врач вообще в целом проверяет перед постановкой прививки? Какой алгоритм действия? Ну, есть федеральная такое, как стандартная операционная процедура. И там написано, что человек сам может во время там записи или, значит, заполнить анкету определенно. Он должен написать, есть ли у него аллергия на препараты, есть ли у него больные в семье, как он себя чувствует, не кашляет ли, не болеет и так далее. А врач, что в обязательном порядке, он должен, во-первых, провести осмотр, вот, общий осмотр, измерить температуру, сатурацию, частоту сердечных сокращений, артериальное давление. Ну вот общее самочувствие. Это вот необходимый минимальный набор. Если мы говорим о том, что вот женщина страдает там какими-то болезнями, там бронхиальной астмой, то тут уже консультация должна быть специалиста, у которого она лечится и наблюдается. Он должен дать рекомендации. На WhatsApp поступают вопросы. Здравствуйте, что вы скажете про высказывание Голиковой о том, что переболевший не должен вакцинироваться? Ну, это вопрос ко мне? Или к Марьяне Валерьевне? Если можете ответить, то к вам. Пока переболевшим в течение 6 месяцев не прививаться. Еще раз можно? Так как у них есть антитела. Значит, вы считаете, можно через 6 месяцев? Да. Угу. Спасибо. У нас есть еще один опрос о том, как вообще жители намерены принять решение вакцинироваться. Да. Давайте посмотрим. Ну да, если все будут получать, буду получать. Ну, в ближайшее время навряд ли, потому что, я думаю, она еще недостаточно испытана. Говорят, люди умирают, парализует. Я боюсь немножко. Скорее всего, откажусь. Хронические болезни много у меня. Ну, вообще как-то не хочется получать вакцинацию. Типа, просто не хочется. Но если придется, наверное, придется. Да, не хочу так. Просто не хотите. Да. Знаете, точно не знаю, потому что мне больше 65 лет. И все-таки надо уточнить точно. У меня же еще есть возрастные сопутствующие заболевания. И потом, вы знаете, дозвониться тяжело, да я в первой поликлинике, чтобы узнать, получить какую-то информацию. Нет, конечно. При возможности, да, конечно. И когда планируете? Ну, как только, так сразу. Я пока не планирую, потому что еще нет никаких результатов от этой вакцины. Да, буду получать. И когда планируете? Ой, не знаю, когда скажет. Нет, потому что я боюсь и не хочу пока что. А вы? То же самое. Если дадут, буду получать. Нет. Почему? Потому что... Ну вот, кстати, я все-таки буду прививаться, несмотря на то, что я уже переболела, потому что болеть мне не понравилось. И я знаю, что бывают случаи повторного заболевания. А в Якутии у нас вот были такие случаи повторного заболевания или еще нет? Изабелла Юрьевна. Информируют, но это все сарафанное радио. Но информируют о том, что да, есть единичные случаи, когда человек удивляется сам, что вот я вроде как болел, ну а теперь я вроде как опять заболел. Поэтому, наверное, такие случаи нужно фиксировать и статистику подбивать. Вот, кстати, возвращаясь к опросу, там люди многие говорили, что вот исследований недостаточно по поводу этих вакцин, из-за этого боятся, нет эффекта. Были ли исследования это все-таки? Или так просто взяли, как эксперимент на людях проводят? Конечно, были. Конечно, они были. Сперва исследования проводятся на подопытных животных. Это первый этап. Второй этап – это уже на добровольцах, вот с плацебо, где вот проводятся исследования. И третий этап – это широкомасштабные исследования. Десятки тысяч людей должны быть обследованы. И там уже подбирается статистика. Из привитых кто-нибудь заболел или нет, и сравнивают группу. Привитые, непривитые, болеют, не болеют. Поэтому такие исследования уже проведены. И сейчас просто нужно максимально в короткие сроки создать этот коллективный иммунитет. Вот наша задача главная. А, кстати, тот, кто решил поставить прививку, завтра, допустим, я смогу выбрать, какую вакцину поставить? Или просто какая будет, такую поставят мне? К нам в республику поступает только сейчас в большом количестве вакцина Гамковид-Вак, это спутник Ви.
Поэтому сейчас ставится только эта вакцина. Во всех поликлиниках эта вакцина есть. Спасибо. Ну, подводя итог эфира, просто хочу сказать, что выбор, конечно, безусловно, за вами. Понятно, дело добровольное, но если вы заботитесь в первую очередь о себе, о своих близких, о своих коллегах, то, наверное, все-таки выбор должен стать за пользу вакцинации. Тем более, что действительно и коллеги уже подтвердили, что нет осложнений, смертей нет. Ну и как говорят, есть. пока не выработается коллективный иммунитет, это все не закончится. А Так и иммунитет будем сидеть. выработается только когда все привьются. Ну, большинство, когда привьются. Ну что ж, на этом наш выпуск завершается. Спасибо нашим гостям за экспертное мнение, за участие в прямом эфире. Спасибо вам за ваши вопросы. В следующем выпуске мы поговорим об удаленке и изменениях в трудовое законодательство. Это была программа «Якутия Лайв». Меня зовут Ирина Ефимова. Иван Луцкан. Всего вам самого доброго и приятного вечера. Пока-пока.